Кто мы? Вопрос задали, кто мы? Творческие люди. Да, нет, я больше все-таки художник, конечно, да. Ну, я как бы себя позиционирую. Творческий человек, мне кажется, любой творческий человек, он не может просто быть в одной сфере, я думаю. Чем шире диапазон мышлений, то есть во всех каких-то других отраслях, тем он креативнее. Прадед говорил, то, что мужчина должен иметь 71 профессию, уметь. Да, то есть, это утрировано, понятно, это как гиперболизация, но у нас почему-то вот как-то в крови, в нашей семье, в принципе, у крымских татар, уметь все делать. Эти молодые люди – настоящий симбиоз таланта, креативности и глубокой связи со своими корнями. Один художник, чьи полотна дышат цветом и эмоциями, другой – режиссер, оператор и клипмейкер. Они выросли в семье, где искусство было не просто увлечением, а образом жизни. Дом, наполненный творчеством, стал для них естественной средой, где с детства проявлялись их собственные интересы и таланты, а отец своим примером непринужденно поддерживал и направлял их. Мы были, во-первых, дети такие, которые, наверное, не провоцировали родителей, чтобы там нас били, я не знаю, или как-то... Нет, действительно так. Мы, в принципе, не были хулиганистами, мы как-то своими делами занимались. Не было никакого принуждения, что-то сказать, иди там рисуй, или то, другое, иди вон за барабаны, иди сыграть. Не было. Сам по себе бывало так, порисую. Старший подойдет, что-то рисует, то другое. А про себя думаю, если он затянется, вот вижу, да, но не говорю ничего, вижу, вот ему нравится. И раз что-то вот так ему брошу, что-то говорю, а вот это вот так сделать, и ухожу обратно. И он таким старанием так это рисовал, особенно вот эти Бэтмена рисовать любил. Эдем, когда был ребенком? Так ты... Я на самом деле очень спокойный ребенок был. Так у него, я не знаю, Баш до сих пор рассказывает, прикол с машинками почему-то. Я Нашка всегда рассказывала. Эдема подведешь, там заработаешь, подведешь, тогда ларьки были 90-х. И говорю, какую машинку хочешь? Там большие были, всякие. Он так становился и смотрел, и самую маленькую выбирал. Я тогда уже удивлялся. Думаю, сейчас какую-то самую дорогую выберет, наверное, возьму ему. А он маленькую брал. И дома садился и играл с ней. Четко выбирал, что ему надо. Вот у него вот это вот с детства. Я вот когда брал эту модельку, мне казалось, наверное, это как такое видение кадра, что ли, может быть. Я вот с ней визуализировал, как она дрифтует, как она заходит в поворот. Старший у меня, я брал его в руки, он очень любознательный, у него такая любознательность, брат. Вот он сидит у меня, и он показывает, он говорит, ему не знаю, там 9 месяцев, он говорит, я говорю, мотоцикл, он говорит, вот так, машина, кран, говорит, КамАЗ, вот так прям целый вечер он мне все вот вопросы, это что, вот, и я ходил, ему это показывал, у него очень вот это вот любознательность, вот все хотел узнать, что увидеть. Все-таки поддержка была в основном. То есть не было такого, что, допустим, вот это творчество не приносит деньги, давайте завязываем. Такого не было. Осман с юных лет почувствовал тягу к визуальному самовыражению. Его руки сами тянулись к кисти, чтобы воплотить на холсте мир сквозь призму своей души. Эдем же, чувствуя ритм жизни, нашел свое призвание в движущемся изображении. Сила братьев Бейтулаевых заключается в их тандеме. Они не просто братья, но и партнеры по творчеству, чьи навыки идеально дополняют друг друга. У меня выхода нет просто. Приходится. Осман ага рисует, мне заставляет снимать. В любом случае, это знаете как? Это вот как иметь, то есть, сольную карьеру или быть в группе. Хотя нет, это, наверное, не так. Мне кажется, это все-таки... мне нравится, допустим, все-таки больше, когда братья даже. В каком-то степени. Это братские, так сказать, братское движение, так сказать. Или может за то, что я брат. Айдем братишка, может, я поэтому говорю. Это еще, это просто исторически так сложилось, то, что цели достигаются с братьями всегда лучше, веселее и
когда в команде работаешь. Иной взгляд порождает и особый подход к любой информации. Критическое мышление, которое стало неотъемлемой частью творческого процесса братьев. Их способность видеть другую картинку, переосмысливать реальность и находить глубину даже в обыденном – это то, что делает их творчество таким притягательным и значимым. Если идти на компромисс, вот там, наверное, уже творчество немножко страдает. Одно из самых главных таких нюансов – это самокритика, критическое мышление. Это очень важно. Даже если у тебя есть насмотренность, у тебя есть какой-то опыт, если у тебя нет критического мышления, то не получается отсечь что-то лишнее. То есть я очень часто снимаю очень хороших много кадров, но вот выделить что-то одно, это надо как-то отсекать. Чтобы было что-то такое креативное, то нужно отсекать что-то максимально такое массовое и, как сказать, простое. То есть и за счет этого мы выбираем, наверное, из-за этого и получается что-то более уникальное. Мы стараемся сделать так, чтобы, допустим, не только там, какой-то человек, который не разбирается, посмотрел, как-то так сказал, ух ты, неплохо, вроде бы прикольно, понравилось, класс. А чтобы, допустим, даже профессионал какой-то посмотрел и как бы даже, чтобы нам не стыдно даже было во весь, любой из точки мира, увидел и как бы ей это понравилось, то есть сказать, то есть достойный, допустим, ролик или достойный там какая-то работа определенная. Если ты берешь самую высшую цель, то ты в любом случае вот эти средние какие-то уровни просто перепрыгиваешь, ставишь большую цель. И нам это всегда, получается, внушал. И мы всегда стремимся, даже если когда мы рилс делаем с Усманахом, мы всегда рассчитываем, что этот рилс выстрелит на весь мир. И это вполне реально. Бейтулаева – яркий пример того, как можно современно и креативно интерпретировать культурное наследие. Они не забывают о корнях, но дают им возможность дышать в новом контексте. То, что нас как раз-таки отличает от других, это наш крымско-татарский, то есть крымско-татарская тематика, если мы ее используем в любых сферах, то тоже отличает нас от других. То есть это изюминка как раз. В нашем народе есть в каждой деятельности будут использовать и находить вот это богатство и будут применять это в своей деятельности, это будет круто. Очень важный момент выражать свои работы по самым современным методам. То есть я часто вижу, у нас есть очень много талантливых, креативных, творческих людей, но они а достаточно сильно отстали в выражении своих идей. Я считаю, это нужно популяризировать через самые современные источники. Мне Аллах шкурле олсун, они на правильном пути. Они и для себя делают, и для народа делают. Они делают то, что могут. Хорошо хотят сделать. Конечно, радуюсь. Так что я думаю, что на хорошем пути, и я думаю, что еще будут удивлять и делать хорошее для своего народа. Им надо идти, чтобы наш народ узнал весь мир.